Всем добрый вечер. 16 февраля 1085, день аннексии Крыма. Сегодня в программе. Украина помнит героев Небесной Сотни. Те, кто избивал журналистов во время Евромайдана, до сих пор не наказаны. Ми хочемо безпеки і справедливості. Безпеки для чого? Для виконання професійних обов'язків журналістів. Стоит ли России вернуть Крым ради международного имиджа? Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Какого хрена там делает Россия? Минута молчания. Воины почетного караула салютуют 6 залпами. Далее гимн Незалежной. В Киеве почтили память героев Небесной Сотни. Первые лица страны приняли участие в официальных мероприятиях. Президент Украины сообщил, что строительство мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни как место национальной памяти является всенародной задачей. Країна не відала, який же лютий і підступний ворог нам протистоїть. І що постріли снайперів на Майдані були фактично першими пострілами агресора в душу нашої держави. В центре Киева введены чрезвычайные меры безопасности. Улицы патрулируют, около полусотни полицейских. Выход из метро Хрещатик на улицу Институтскую закрыт. Некоторых прохожих обыскивают. С 18 по 22 февраля в центре Киева запланирован ряд мероприятий в честь героев Небесной Сотни. В СБУ считают, что Россия попытается воспользоваться ситуацией для провокаций и массовых беспорядков. Жертвы безнаказанности. В Национальном союзе журналистов Украины потребовали наказать виновных в избиении журналистов во время Евромайдана. Прокуратура установила вину Беркута в массовом избиении сотрудников СМИ, но до сих пор никого из них не осудили. Роман Спиридонов подробнее об этом. На этих кадрах, снятых на Черкасском Евромайдане в феврале 14-го, фотокорреспондент Игорь Ефимов. Силовики били его дубинками по голове. Переді мною зупинився автобус, з якого вийшли люди, міліція ще тоді, і почали просто бити мене. Я їм казав, люди добрі, що ви робите, я преса. Вони мені відповідали, ах ти преса, получай. Расследование шло 3 года, дело дошло до суда. Он оправдал единственного обвиняемого, заместителя командира патрульно-постовой службы, который руководил милиционерами во время разгона демонстрантов. Тех, кто бил журналиста, к делу даже не привлекли. На этом фото фотокорреспондент Александр Заклецкий. Его избил Беркут в Киеве. В конце февраля состоится только подготовительное заседание суда. 2 роки, як мінімум, ідуть підготовчі засідання, і ми не можемо вийти на просто слухання по суті справи, це свідчить тільки про те, що тут з одного боку, звичайно, не професіоналізм, а з іншого боку підігравання певне оцій стороні протилежній, тобто Беркуту і компанії. Во время Майдана погибли 2 журналиста, 271 сотрудника СМИ избили. Эти новые данные озвучили в Национальном союзе журналистов Украины. При этом за 3 года ни один из виновных в преступлениях против журналистов не понес наказания. Ми хочемо безпеки і справедливості. Безпеки для чого? Для виконання професійних обов'язків журналістів. І, відповідно, ця безпека буде, її складовою, є боротьба з безкарністю, є покарання винних. В Союзе журналистов пообещали сделать публичной каждую историю преступлений. Там надеются, что пристальное внимание к делам позволит довести их до реального наказания виновных. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Видеодоказательства, которые рассматриваются по делу Ахтамачи и Гоза, опровергают показания свидетелей обвинения и так называемых потерпевших в деле 26 февраля. Как сообщил адвокат Николай Полозов, оккупационный суд исследовал видеофайлы свидетеля Велиева и материалы крымского издания «Аргументы недели». Какой-то
какой-то момент к Чубарову подходит Заур Смирнов и начинает совершать жесты руками, давать какие-то команды митингующим, то есть фактически выполнять те действия, которые обвинение приписывает Ахтему Чийгозу. Что характерно? Когда камера находится на уровне человеческого роста, увидеть что-либо, что происходит за впереди стоящими людьми, абсолютно невозможно. И эти обстоятельства опровергают показания ряда потерпевших свидетелей, которые утверждали, что они в толпе за десятки метров от Чийгоза в условиях очень сильного шума могли видеть и слышать, что он делает. Возвращать ли Крым ради хороших отношений с другими странами? С таким вопросом журналисты «Радио Свобода» опросили москвичей и гостей российской столицы. С нами дружить. Желательнее с нами дружить. Ну, мне так кажется. Потому что Россия, она изначально позиционировала себя как великая держава. Я бы и Украину бы забрал все, потому что это исторически наша территория российская. Вот. Двояко, если честно, по поводу Крыма. По идее, он нахрен не нужен, извиняюсь. Потому что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Какого хрена там делает Россия? Непонятно. Украина – это независимое государство, которое имеет свои границы. Россия вторглась в эти границы. А псевдореферендум провела какой-то. Это бандитизм называется, государственный. Это вся наша политика российская. Прокуратура Автономной Республики Крым создала реестр крымчан, чьи права были нарушены при аннексии. Прокурор Гюндыз Мамедов сообщил, принять участие в его формировании сможет каждый желающий. И в ближайшее время это будет на нашем официальном сайте, где любой гражданин сможет зайти на этот сайт, увидеть его, принять участие в том, что дописать и указать на иные какие факты, которые ему стало известно. Но ему будем давать оценку в каждой ситуации в отдельности. Литовская делегация, в состав которой вошли экс-премьер-министр Литвы и представители страны в Европарламенте, провели встречу с членами Меджлиса крымско-татарского народа в Киеве. Делегаты вручили лидерам крымско-татарского народа флаг Великого княжества Литовского, обсуждали нынешнюю ситуацию на оккупированном полуострове и мероприятия, посвященные 620-летию с начала поселения крымских татар в Литве. Встреча прошла очень как между хорошими друзьями и знающими проблемы друг друга. И действительно, проблемы крымских татар для нас являются очень важными. Последствия путиновской оккупации в этом плане они являются очень трагическими, тяжелыми и приносящими очень много проблем для всей нации, для крымских татар. Это нас очень сильно тревожит. Они изучают ситуацию в Украине. Это очень близкие друзья Украины, друзья Крыма, крымских татар. И сегодня состоялась встреча Меджлиса крымского народа. Сегодня же они вылетают в Запорожье, и оттуда едут в Мариуполь, поближе к тем территориям, которые сегодня захвачены боевиками с помощью России. Мы обсуждали наши совместные действия, ситуацию в Украине и координацию наших действий для того, чтобы крымская и крымско-татарская проблемы деоккупации Крыма, они не уходили с повестки дня Объединенной Европы. Украина благодарна США за поддержку и готова к сотрудничеству. А заявление Белого дома о том, что Россия должна вернуть Украине Крым, не стало неожиданностью. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции по вопросам безопасности в бібліотеці Конгресу США. Я однозначно очікую, що роль Сполучених Штатів буде проактивною, що вони будуть тиснути разом з нашими європейськими друзями і партнерами на Росію для виконання мінських домовленостей. І те, що я чую, в принципі, вчора, сьогодні, це дуже важливо для того, щоб побудувати дуже практичну і дуже логічну картину, як ми будемо працювати далі разом.
Россия угрожает национальным интересам Америки и ее союзникам. Такие тезисы обнародованы в докладе американских аналитиков «Иллюзии против реальности». $3 миллиарда Вашингтон выделил европейским союзникам для так называемой инициативы успокоения. В Конгресс США внесен законопроект, который затруднит процесс отмены санкций против России президентом. Для этого Дональду Трампу нужно будет как минимум предоставить доказательства того, что Россия прекратила агрессию против Украины. Нет никакого смысла выстраивать новые отношения с Россией, если речь идет о том, чтобы мы смирились с ситуацией в Восточной Украине или уступили в вопросе российской оккупации Крыма. Не имеется никакого реалистичного плана относительно военного сотрудничества с Россией в Сирии. Их цели отличаются от наших. Они могут сказать вам за столом переговоров, что хотят бороться с терроризмом, но на самом деле они хотят оставить Асада у власти в первую очередь. Повлияли ли российские разведчики на результаты президентских выборов в Америке? The New York Times утверждает, что да. Медиа, ссылаясь на свои источники, сообщают, что члены избиркома нового президента Америки неоднократно связывались по телефону с российской стороной в течение года до ноябрьских президентских выборов в США. За сутки до публикации этого материала на волне скандала вокруг связей с российским послом подал в отставку помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн. Американский комитет по разведке расследует контакты Флинна с Россией. Главное, что нас интересует, это в чем заключается наше участие в этом и кто должен с этим разобраться. А комитет по разведке уже рассматривает вмешательство России в наши выборы. Это расследование должно первым делом ответить на вопросы. Получил ли генерал Флинн указание, был ли уполномочен сделать то, что сделал? Как далеко зашли его разговоры и контакты с Россией? Почему они начали действовать лишь после того, как были пойманы на том, что вводят в заблуждение СМИ? Политика не технологии и манипуляции, а постоянная борьба за идеалы и ценности. В Киеве состоялась презентация перевода книги диссидента, политического деятеля и первого президента Чехии Вацлава Гавела «Промовы та эссеи на украинский язык». В ней 5 текстов о невозможности культуры в тоталитарном мире, о гуманизме, а также о том, что такое цена демократии. Кроме этого, в книге записаны воспоминания лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемілєва о знакомстве с Вацлавом Гавелом. Він говорить про слова і мову, про зловживання мовою, про те, як маніпулюється мовою, як ідеться війна з історією, з історичною пам'яттю, з історичною свідомістю. Идеалисты, они очень отличаются от других людей, это особая порода людей. В первую очередь человечность, такое вот... Чем могу помочь? Вот это первое у них. Не то, что что я могу обрести, а вот чем помочь. Вот это вот главное, вот этих людей отличает. На Берлинале презентовали сразу несколько фильмов, связанных с оккупационными действиями России. В частности, 12 и 14 февраля прошел показ биографической ленты о жизни лидера крымско-татарского народа Мустафа. Также состоялась премьера фильма «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Кроме этого, прошла мировая премьера украинско-германского фильма «Школа номер 3» о детях из оккупированного Донбасса. Війна в Україні. Мені здається, наразі це розуміють лише люди в Україні. Що таке війна? Кремлівська пропаганда, мабуть, і в Німеччині дуже добре працює. Я часто стикаюся з тим, що, мовляв, війна у вас там ще триває. По-перше, у багатьох відчуття, наче це внутрішня українська громадянська війна, а це неправда. Я 2 роки перебуваю на сході України, розмовляю з багатьма людьми, які за сепаратистів, за Росію. 95% не заперечують, що там російські війська.
Це дуже класно, що саме зараз, коли така ситуація в Україні, ми можемо показати в Німеччині це кіно. І люди можуть побачити, як це в нас відбувається. Особливо, що відчувають діти, тому що це та верства населення, яка найбільш тонко все відчуває. Класно, що люди зможуть побачити це і, можливо, поспівчувати, просто відчути ситуацію в країні і захотіти чимось допомогти. Тому що це дуже важливо, щоб люди в світі чули про те, що відбувається в Україні. Дехто навіть не знає, де це взагалі знаходиться і що таке може відбуватися. Всі так думають, а може це все чутки чи щось подібне. Я хочу, щоб знали і навіть, щоб, можливо, розуміли нас. Знали и чтобы даже, может быть, понимали нас. Пока это все. Больше расскажет Шевкет Наматулаев в Замане уже через 2 часа. Хорошего вечера. Оставайтесь с АТР.